20 человек на сегодня получили справку о выздоровлении. Вместо них больничные палаты заняли 37 вновь инфицированных коронавирусом граждан. В их числе 6 в Бишкеке, 21 в Нарыне, еще 6 в Волжской области. 3 из числа прибывших военных курсантов из города Санкт-Петербург, теперь их всего 18. И еще один зараженный выявился среди прибывших из города Соль-Илецк, которых в общей сложности оказалось теперь 105 с COVID-19. У нас продолжается регистрация случаев заболевания, случаев заражения COVID-19. И все здесь случаи тесно взаимосвязаны. Мы уже каждый день говорим, что случаи заражения выявляются среди контактных лиц, их становится больше и больше. И это свидетельствует о том, что нам нужно поменять свое отношение к вопросам социального дистанцирования, соблюдения гигиенических требований, особенно когда уже восстанавливается экономическая деятельность наших объектов, субъектов предпринимательства, начинает работать сфера обслуживания, сфера торговли. И вот эти наши требования и принципы социального дистанцирования, личной гигиены, масочного режима как нельзя остро на сегодня это стоит. Статисты Минздрава на сегодня официально заявляют о 1350 подтвержденных случаях коронавируса в Кыргызстане за весь период вспышки. Успешно пролечить успели 949 пациентов из этого количества. 387 получают лечение в стационарах. 11 находятся в тяжелом состоянии и 4 в реанимации. Большая часть, несмотря на наличие инфекции, чувствует себя удовлетворительно, отмечают в Минздраве. Это 328 человек. На обсервации ждут подтверждения или же опровержения диагноза 215 человек. Под домашним карантином 6600 граждан, которых регулярно осматривают врачи и проводят им анализы во время их пребывания в домашней самоизоляции на протяжении всего инкубационного периода. Болезнь очень контагиозна. Снова и снова твердят медики и снова пытаются убедить людей беречь себя через всем известные санитарно-гигиенические правила. Как эта зараза распространяется, замминистра Усенбаев рассказал на конкретных примерах. Очень тесные контакты, они сильно влияют на эпидситуацию. Пример. В Нарынской области специалист одного из организаций, которые связаны с проведением встреч с людьми, контакты с людьми, выехала, провела свои мероприятия, но при этом заразила уже несколько там человек, потому что очень тесные контакты, очень близкое общение привело к тому, что есть случаи заражения уже и среди лиц преклонного возраста, среди школьников. Вот. Один источник инфекции на сегодня создал проблему в целом районе, в Акталинском районе. В Чуйской же области специалисты отследили 25 завозных случаев. В итоге на сегодня уже 108 заболевших. Всего контактов у них было 808, 319 под меднаблюдением. В городе Ош на начальном этапе, говорят в Минздраве, было всего 10 завозных случаев, а в итоге заболели 132 человека. Общее число контактов этих подтвержденных случаев тоже более 1000, и более 800 продолжают находиться под домашним карантином или же в обсервациях. В Нарынской области было всего 3 завозных случая. На сегодня мы имеем там 242 подтвержденных случая COVID-19. Контактных мы установили 1565. Это очень большой контакт. И вот из-за таких, из-за несоблюдения вот таких элементарных дел мы в Нарынской области имеем сегодня вот такое эпиднеблагополучие. 746 человек сейчас находятся под медицинским наблюдением. И для того, чтобы обеспечить этот надзор, это наблюдение, лабораторные исследования, туда привлекается очень много сил и средств. В Национальном центре онкологии и гематологии под удар попали больные раком дети, получающие тяжелейшее лечение. Без того маленькие ослабленные организмы теперь вынуждены бороться еще и с инфекцией. Сообщается о 8 зараженных онкобольных детях. Инфицированы, напомним, также 3 мамы, 2 медсестры и врач. Источник заразы – пожилая женщина, которая приезжала ухаживать за внучкой, сообщил замминистра Усенбаев. Выяснилось, что бабушка, ухаживающая за внучкой, находилась в больнице с 28 апреля по 4 мая. Так, в результате лабораторного обследования из всех 120 человек в больнице было выявлено 14 зараженных.
после чего там же в центре на первом этаже был организован стационар для лечения коронавируса и основной болезни пациентов. Центр перешел на казарменное положение. Сотрудники работают круглосуточно. Также отдельно от лечащихся организован обсерватор. Сейчас продолжает проводиться лабораторное исследование, эпидемиологическое расследование. Продолжают заболевать сами врачи и в том числе силовики. За сутки коронавирус выявлен еще у 3 медиков. 273 медработника успели заболеть за весь этот период. Кое-кто переболеть, а кое-кто уже выписался и приступил обратно к своей рабочей профессиональной деятельности. Сотрудников силовых структур всего за период эпидемии в Кыргызстане из COVID-19 выявили 82 человека. А тем временем республика продолжает возвращаться к экономически активной жизни. С 25 мая, как сообщили в муниципалитете, открываются также спортобъекты и фитнес-залы. Однако у многих именно это вызывает тревогу. Если на стадионе прекрасное проветривание и возможность сделать зарядку или пробежку на расстоянии друг от друга, то в фитнес-залах, как правило, тесное помещение. Так еще и очень близкий контакт не только людей с людьми, но и посетителей с оборудованием. Едва один человек встал со скамьи, положил штангу, снаряд берет другой человек и садится на ту же самую скамью. И вряд ли перед каждым пользованием спортинвентаря посетители или же сотрудники зала будут обрабатывать его и дезинфицирующим раствором. Какие требования установлены и как их возможно будет соблюдать, рассказал заместитель министра здравоохранения Нурболот Усинбаев. Это установление дезинфекционного режима там, потому что после каждого такого сеанса там нужно проводить эти мероприятия, режим проветривания, режим влажной уборки. Все это прописано в этих правилах, требованиях. Кроме того, жесткий контроль за своим персоналом, который обслуживает эти объекты. Это проведение термометрии, масочный режим, опросные, медицинское наблюдение. И особенно это в части, если есть тренажеры, все остальное, это должно быть, если индивидуальное, то есть, будет разрешение. Если же это будут очень тесные контакты и там, где невозможно соблюсти все эти требования, эти объекты пока будут воздерживаться. Если это закрытое пространство, закрытые подвальные помещения, то, естественно, эти разрешения пока для этих залов пока нет. Кроме того, всем предпринимателям, а точнее руководству тех или иных компаний и объектов, теперь возможно провести полное обследование штата своих работников на коронавирус путем ПЦР-исследования на базе лаборатории ОСУ-Интелмед, которая осуществляет эту деятельность совместно с государственной вирусологической лабораторией. На сегодня там провели уже 3500 бесплатных тестирований для групп риска. И там же предусмотрена возможность для обследования граждан и коллективов организаций на индивидуальной основе. На родину наконец-то отправлена последняя группа кыргызстанцев, которые находились в России у въезда в Бузулукский район. Для них были организованы автобусы. Как отметили в нашем посольстве, сначала пассажиров было 417, но российские пограничники не пропустили 3 из-за проблем с документами, еще 4 не пропустила казахстанская сторона, так как они оказались гражданами Таджикистана. Таким образом, колонна из 9 автобусов с 4-10 нашими гражданами сейчас едет домой по территории Казахстана. По условиям казахстанской страны все пассажиры прошли проверку о состоянии здоровья, по итогам выданы соответствующие справки. Посольство Кыргызстана в России благодарит руководство Оренбургской области за помощь и поддержку, а также казахстанских коллег за содействие в организации транспортного коридора. Дипломаты вновь обращаются к соотечественникам в России, предупреждают, что российско-казахстанская граница по-прежнему закрыта, выезжать туда не надо, и призывают соблюдать все санитарно-медицинские правила и следить за своим здоровьем. Сколько кыргызстанцев за рубежом заболели коронавирусом? Информацию об этом сегодня во время заседания республиканского штаба представил заместитель министра иностранных дел Нурлан Абдрахманов. По его словам, всего за все время пандемии за рубежом у 154 наших соотечественников выявлен COVID-19. Судя по всему, это число официально зафиксированных случаев. Большинство из них в России, 105 человек, в Пакистане 22, дипломаты говорят, что все они уже выписались из больниц после лечения. В Арабских Эмиратах коронавирус выявили у 7 кыргызстанцев, 5 из них уже выздоровели. В Индии 7 человек, 1 из них скончался. В Малайзии коронавирусом переболели 3 кыргызстанца.
В США, Испании, Греции, Узбекистане и Казахстане по одному человеку. Новую государственную стратегию по борьбе с коррупцией на ближайшие 4 года рассмотрит Совет Безопасности. Как отметил его секретарь Дамир Сагынбаев, в июне ожидается проведение очередного заседания Совбеза и проект документов повестки дня. Новая стратегия, уверены ее разработчики, позволит внедрить более действенные механизмы по борьбе с коррупцией в госорганах. В частности, принятие такого закона, по которому, если выяснится, что у чиновника расходы не сходятся с доходами, это станет основанием для его увольнения, а при отсутствии доказательств приобретения имущества на законные доходы, то оно конфискуется в пользу государства. Также одной из эффективных мер авторы проекта стратегии называют механизм, при котором гражданское общество получит максимальный и беспрепятственный доступ к процессу разработки и принятию решений, затрагивающих национальные интересы. Должна быть создана система финансовой отчетности всех госорганов, доступ к которой должен иметь любой желающий. Разработчики считают, что новая стратегия позволит создать невыносимые условия для коррупционеров в госорганах. Будет существенно ужесточено наказание за должностные и коррупционные преступления, в том числе за неуведомление о конфликте интересов. Для искоренения коррупции в таможенных и налоговых органах предполагается завершить внедрение электронной системы фискализации всех процедур, будет разработана новая система антикоррупционной экспертизы. И, наконец, стратегия предполагает создание национальной системы измерения уровня коррупции. Меж тем, правительство сообщает, что поправки в закон о декларировании чиновников будет направлен на рассмотрение Джохорку Кенеша на следующей неделе. А сегодня их обсудили на рабочем совещании секретариата Совета Безопасности. Документ, как еще раз отметил Дамир Сагынбаев, ужесточает контроль за доходами и расходами чиновников всех уровней. Они будут обязаны указывать сведения не только о своем имуществе, но и чужом, которым они пользуются. У проверяющих органов увеличивается количество оснований для полной проверки деклараций с правом получения информации от различных источников для выявления недостоверных сведений, в том числе по банковским счетам чиновников и их родственников. Если чиновник приобрел имущество, а его стоимость превышает общий доход, уполномоченный орган может обратиться в суд, чтобы это имущество было изъято в доход государства. А все сведения о домах, машинах, земельных участках, фабриках и заводах, обо всех сделках с недвижимым и движимым имуществом чиновников и их близких родственников можно будет публиковать в СМИ и в интернете. Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня встретился с исполнительным директором Международного делового совета Аскаром Сыдыковым, который, как известно, также является заместителем главы Комитета по развитию промышленности и предпринимательства при Национальном совете по устойчивому развитию страны. Как отмечается, Жээнбеков и Сыдыков обсудили вопросы реализации решений комитета. По словам президента, есть еще ряд системных проблем. Необходимо усилить диалог между госорганами и бизнесом. Аскар Сыдыков при этом отметил, что есть и положительные результаты. Принята стратегия развития промышленности, созданы льготы для легкой промышленности, ожидается отмена постановления правительства, которое стимулировало правоохранительные органы налагать дополнительные платежи на предпринимателей. Вместе с тем Сыдыков добавил, что ряд решений комитета до сих пор не исполнены в полной мере. По информации Генпрокуратуры был создан специальный отдел по работе предпринимателей, это тоже такой положительный шаг. И была принята в прошлом году стратегия развития промышленности Кыргызстана. Мы все понимаем, что сейчас, как никогда, нам нужно быстрые и решительные реформы принимать как в регулировании экономики, так и структурные реформы в госуправлении и в других сферах. В целом возможностей много. По многим возможностям мы даже в кризисное время можем привлечь инвесторов. Это в сельское хозяйство, в энергетику, горную добычу и в другие сферы. В режиме чрезвычайной ситуации за позднее обращение за свидетельством о рождении ребенка штраф налагаться не будет.
Об этом сказал глава Государственной регистрационной службы Акын Мамбеталиев на брифинге в правительстве. По его словам, проработан соответствующий алгоритм. Родители могут прийти позже и без каких-либо штрафов получить свидетельство. Регистрация детей обычно налагается административный штраф, но в режиме ЧС налагаться не будет. Вы можете прийти позже и получить свидетельство о рождении ребенка без каких-либо наложений штрафов. Также хотелось бы отметить про национальные паспорта для выпускников образовательных школ. Совместно с Министерством образования мы получили списки. На сегодняшний день из 4500 учеников 3700 учеников приняли мы документы. На сегодняшний день они в процессе изготовления. Остальные части собирают документы и будут также проработаны в установленном порядке. Напомню, что центры обслуживания населения возобновили работу вчера. На территории городов Бишкек, Ош, Джалабад, Баткен, Ноокатского и Карасуйского районов Ошской области, в Сузакском районе Джалабадской области, где был введен режим чрезвычайного положения. С 31 марта все подведомственные подразделения ГРС были закрыты до стабилизации ситуации в стране. Всего по республике работают более 20 ЦОНов, а также филиалы государственного учреждения УНА. Много вопросов было по доверенности, которые у многих истекли во время ЧС. Вчера по всей республике было обслужено 1652 гражданина. Всех своевременно оформили. Госучреждение УНА работало до 8 часов. Также сейчас прорабатываются механизмы, чтобы кто не успел, постараться все это оформить. Также, где касательно выплаты пособий и пенсий со стороны Кыргызпочта-Сы, на сегодняшний день Министерством финансов все средства выделены, подписаны определенные дополнительные соглашения с социальным фондом. Сотрудники Кыргызпочта-Сы в полной мере выплачивают все пенсии и пособия. По его словам, много обращений в ЦОН было от иностранных граждан, которым требовалось продлить регистрацию. Хотелось бы напомнить, что премьер-министр подписал постановление, что после снятия режима ЧС иностранцы могут в течение 10 дней прийти и продлить регистрацию. Штрафы за просрочку при этом начисляться не будут. То есть у вас еще, уважаемые граждане, есть время прийти в Центр обслуживания населения и пройти своевременную регистрацию. Также хотелось бы отметить, что в Центрах обслуживания населения в целях соблюдения решения штаба по коронавирусу принимаются все меры по дезинфекции, все обеспечены средствами индивидуальной защиты, постоянно проводится дезинфекция. Сегодня вице-премьер-министр Эркинас Рандиев рассказал, что в стране дефицит бюджета остается существенным. Ну а для его покрытия привлекаются внешняя помощь и внутренние резервы. В частности, Астранdiев уточнил, что разработан законопроект о повышении ставки на руду и концентры золотодобывающим компаниям. Также разработан проект закона о создании налоговой базы о сборе налогов от майнинга. Вводится акциза на импорт некоторых нефтесодержащих продуктов. На сегодняшний день существует ситуация, когда в Кыргызскую республику импортируются некоторые нефтесодержащие продукты, которые впоследствии перерабатываются в конечную продукцию, бензин и так далее. В ходе этого некоторая продукция под видом нефтесодержащих продуктов ввозится. На самом деле оказывается, что это готовая продукция. Таким образом, имеются факты обхода налогообложения. Эркинас Рандиев добавил, что с учетом рекомендаций Счетной палаты и депутатов парламента были внесены изменения в ранее предлагаемый проект бюджета. В частности, он отметил, что согласно этому документу план по доходной части бюджета был повышен на 2,2 миллиардов сомов, чем предлагалось в предыдущем варианте. Были восстановлены в первоначальном виде некоторые расходы. Например, это расходы, связанные с трансфертами местным сообществом, местным органам самоуправления в размере 1 миллиарда сомов. Также предусмотрено предоставление бюджетной ссуды мэрии города Бишкек 744 миллиона сомов. Это для выплаты заработных плат учителей. Также были восстановлены расходы по линии ФОМС на гемодиализ
Стало известно, что правительство предоставит мэрии Бишкека суду в 744 миллионов сомов для выплаты зарплат учителям. Ранее сообщалось, что дефицит республиканского бюджета на 2020 год составит в сумме 27,5 миллиардов сомов. Кубат Хуанчпекулу, Диас Сакимбаев, НТС. Минздрав сообщает, что для регистрации всех пациентов с коронавирусом внедрена информационная онлайн-система. Благодаря ей, как отмечает в ведомстве, облегчилась работа врачей по заполнению различных учетных и отчетных форм. Теперь областные координаторы и Министерство здравоохранения больше не требуют от стационаров отправки отчетов по электронной почте. Все данные доступны онлайн, включая запись даты приема и выписки пациента, динамики клинических изменений, данных лабораторных исследований, а также идентификационной информации каждого пациента. Платформу, как сообщается, уже применяют более 30 стационаров по всей республике, в которых оказывается медицинская помощь пациентам с коронавирусом. По делу о коррупции в Госагентстве связи задержан один из менеджеров компании АЛА-ТВ. Об этом сообщает Генеральная прокуратура. Всего, по данным надзорного органа, арестованы 5 человек. 2 из них сотрудники ГКНБ. Материалы дела по ним переданы в военную прокуратуру. Ранее, напомним, сообщалось об аресте 2 сотрудников Госагентства связи. Одна из них Наталья Черногубова, директор этого агентства. В интересах следствия имена всех фигурантов дела пока не озвучивают, при этом отмечается, что на допрос в ГКНБ вызываются сотрудники аппарата правительства. По данным следствия, в результате сговора ряда госслужащих одной из компаний агентство связи незаконно переоформило лицензию с услуг кабельного телевидения на использование радиочастот. Был нанесен ущерб бюджету государства. Напомним, в причастности премьер-министра к этим нарушениям заподозрил депутат Джанар Акаев. Мухаммедкалы Абылгазиев накануне ответил, что никакого отношения к этой сделке не имеет. Крупный пожар произошел сегодня в юго-западной части столицы. Как сообщает МЧС, в районе пересечения улиц Садырбаева и Масалиева сгорел ангар со стоянкой грузовых прицепов, который находится вблизи ресторана «Сары-Челек». Очевидцы говорят, огонь вспыхнул на складе, где хранились цистерны с автомаслом. Пламя вскоре перекинулось на соседний дом, загорелась его кровля, однако возгорание строения пожарные устранили. Жертв и пострадавших, к счастью, нет, причины пожара сейчас выясняются. В парламенте сегодня прошли общественные слушания по нашумевшим поправкам в закон о некоммерческих организациях. Документом предлагается обязать все НКО ежегодно отчитываться о своих источниках финансирования и расходах, а в случае отказа их деятельность должна быть прекращена. Напомним, законопроект в марте был принят в первом чтении. Сегодня некоторые участники слушаний заявили о формальности их проведения в период режима ЧС. Не все желающие принять участие в этой дискуссии, по их словам, смогли это сделать. При этом пригласили в основном представители НКО, которые поддерживают инициативу. В стране, по их словам, зарегистрировано около 33 тысяч НКО, а принимают участие в слушаниях всего представители 60 из них, то есть менее 1%. Отметим, ранее с призывом в адрес инициатора отозвать проект обратился и Общественный совет при Минюсте. Это министерство, согласно поправкам, будет обязано заниматься сбором и обработкой отчетов НКО. В Совете считают, что исполнение законопроекта потребует дополнительного финансирования из бюджета. Обеспокоенность в связи с возможным принятием этих поправок выразили и представители международных организаций. Сторонники законопроекта, впрочем, продолжают настаивать, что ничего плохого нет в том, что НКО будут отчитываться о своих финансах. Есть простой тезис. Никто ничего не должен скрывать, и все. Удивительно. Мы бы молчали, если бы некоторые НКО и НПО работали строго по своему уставу и по своему направлению. В основном они заняты политикой, особенно перед выборными кампаниями. Кроме того, если где-то в каком-нибудь ведомстве идут скандалы, борьба за должности, там обязательно увидишь уши какой-нибудь некоммерческой организации. Почему бояться? Нет же ограничений на гранты. Берите сколько хотите. Нет же поправки, запрещающей брать гранты. Но пусть о них народ знает, сколько вы берете и на какие дела тратите. Вот и все. Это же не жесткое требование.
Это если говорить об отчетности. Мы не боимся отчета. Я представляю фонд НПО. Фонд «Вместе против рака». Мы не боимся НПО. Вернее, отчета. Извините, я очень волнуюсь. Дело в том, что если сейчас вы внесете этот бюджет, если внесете этот законопроект, нужно ли дополнительные расходы на то, чтобы потом эти отчеты кто-то собирал? В условиях пандемии, кризиса экономического, нужно ли это поднимать? Какой резонанс этот закон даст? Резонанс даст тот, что просто доноры прежде всего закроют доступ для кыргызского бюджета. Второе, это доступ будет закрыт для НПО, которые несут колоссальную нагрузку, то, что не делает государство. Они выполняют работу. И если говорить о том, что сколько-то там огромную сумму предыдущий спикер говорил о том, что большие деньги. Конечно, они и работодатели, эти фонды, они дают отчеты, они платят соцфонд, налоговые отчеты, и сколько работников содержат